Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Казахстанских штангистов и кыргызстанских борцов не пустили в Рио-де-Жанейро. Спортсмены пропустят Олимпийские игры из-за допинга. Могут отобрать и медали прошлых Олимпиад. 20-летняя работа идет на смарку из-за безответственного отношения отдельных спортивных чиновников. Чужие среди своих. Кыргызы, вернувшиеся на историческую родину по программе возвращения соотечественников, не дождались ни обещанной земли, ни денег на обустройство. Государство их не замечает, соседи ненавидят. Мы уже привыкли. Правда, иногда досаждают всякие проверяющие органы, и иногда кто-нибудь выпьет лишнего и хочет забить. Курьезы переименования. После того, как таджикские власти переименовали город Чкаловск, на карте появилось два города с одинаковым названием Бустон. Никто не может объяснить, почему. Бустон назвали, и в области появилось два Бустона. Иракская армия наступает на Мосул, второй по величине город Ирака, который террористы из ИГИЛ считают столицей своего халифата. В отвоеванной Фаллудже пока продолжают звучать выстрелы и взрывы. Северная Корея произвела удачный испытательный пуск своей самой мощной стратегической ракеты. Теперь под угрозой ядерного удара все американские базы в регионе. В Токио и в Сеуле паника, в Вашингтоне тоже занервничали. Иностранные туристы устремились в Кыргызстан, невзирая на возможные трудности с сервисом. Их влекут природа и национальная культура. Это нужно показать миру. Российская сборная по тяжелой атлетике может не попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Вслед за скандалом с российскими легкоатлетами штангисты также оказались в эпицентре разбирательства по поводу фактов применения допинга. Повторные пробы показали положительный результат. И уже точно на Олимпийские игры не едут тяжелоатлеты из Казахстана. Отстранен от игр выдающийся казахстанский спортсмен Илья Ильин. После проверки всех его допинговых проб при помощи новейших методов выяснилось, что он принимал допинг и перед Олимпиадой в Пекине и в Лондоне. Сам спортсмен клянется, что ничего подобного он никогда не делал, но Международная федерация тяжелой атлетики считает иначе. И, возможно, штангист лишится всех своих прежних медалей. Большая политика, то, что сейчас вот происходит вообще в мире, не в нас. Тем временем в Казахстане известие об отстранении Ильина и других спортсменов от Олимпиады вызвало сильнейшее возмущение. В поддержку выступают министры, депутаты и простые казахстанцы. В социальных сетях развернулась целая кампания. Многие пользователи считают, что спортсменов не допустили на соревнования из-за политических козней и интриг. Между тем, эксперты, спортивные журналисты и комментаторы не так однозначно оценивают происходящее. Их мнения разделились. Люди в большинстве, в подавляющем большинстве, приняли сторону олимпийских чемпионов. Это вполне естественно, и это не может не радовать. Майкл Фелпс, он там был пойман на курении марихуаны. Ему ничего не было абсолютно. Если бы был бы у нас такой случай в Казахстане, то неизвестно, какой бы дисквалификация обернулась. Просто американцы умеют защищать своих спортсменов. Сейчас будет нагнетаться ура-патриотическая истерика, как в России, что спортсмены – это жертвы международных организаций, а, скажем, не жертвы собственной глупости или не жертвы системного управления. Хотя, мне кажется, уже в 2013 году нам надо было ужесточать законодательство и внедрять уголовную ответственность хотя бы за распространение допинга. Когда 13 человек в одной команде попадаются, это даже не сигнал, это колокольный звон. Это рев сирены гражданской обороны. А вот что думают рядовые казахстанцы по поводу допингового скандала с участием спортсменов их страны. Какое отношение к России, такая и будет. Это же решает допинговая компания, лаборатория. Они же независимые. Я думаю, это не зря все-таки произошло накануне Олимпиады. Опять же, учитывая политическую обстановку, которая сейчас вокруг нас, бок о бок с Россией. Надо было своевременно анализы брать на это. А сейчас, спустя несколько лет, это, мне кажется... А почему так происходит, на ваш взгляд? Что именно сейчас перед Олимпиадой их начали перепроверять? Видимо, конкуренция какая-то. Люди боятся, наверное, или станет уже трехкратным, может быть, боятся, наверное. Почему только вот сейчас российских, казахстанских, белорусских спортсменов, именно к ним такое отношение? Почему не вылазит? Я думаю, что подобное и в Америке, и в Европе есть, но почему сейчас именно к нам такое большое внимание?
От участия в Олимпийских играх отстранили и кыргызского борца греко-римского стиля Жанарбека Кенжеева. В пробах его крови был обнаружен мельдоний. По словам спортсмена, проблему мог разрешить дополнительный тест на допинг. Однако кыргызские спортивные власти почему-то не стали направлять обращение о перепроверке теста. Теперь Кенжеев просит заступиться за него президента Кыргызстана. Если уже федерация 20-летняя работа идет на смарку из-за безответственного отношения отдельных спортивных чиновников. Поэтому прошу президента Алмазбека Атамбаева оказать содействие и проконтролировать данный вопрос. И последняя информация о допинговых скандалах, связанных со спортсменами из стран бывшего Советского Союза. Началось расследование по поводу применения допинга и уклонения от допинговых проб в сборной России по плаванию. Так что после легкоатлетов и штангистов, возможно, это будет третья российская сборная, которой запретят ехать в Бразилию. Этнические кыргызы из Узбекистана и Таджикистана, возвратившиеся на историческую родину, не получили ни обещанной властями земли, ни льгот. Помимо земельного вопроса, им приходится решать элементарные проблемы с документами. Многих переселенцев из-за отсутствия документов попросту формально не существует. В итоге некоторые снова уезжают из Кыргызстана. Репортаж Дибек Бегалиевой. По таджикской земле дедушка Мансур говорит, не скучает. Лукавит или это правда, непонятно. С местными и без того отношения не самые лучшие. Слово «понаехали» за глаза сказать могут запросто. Мы уже привыкли, живем как родственники. Правда, иногда досаждают всякие проверяющие органы, и иногда кто-нибудь выпьет лишнего и хочет задеть. На соседей Мансур и его семья не обижаются. Они, как в названии знаменитого фильма, были свои среди чужих, а теперь чужие среди своих. Вроде как кыргызы, а вроде и нет. Это все из-за выпивки. Если бы не алкоголь, нас называют таджиками. Говорят, так, такой, раз такой. Живут этнические кыргызы из Таджикистана скромно. Невест берут без калыма, большие тои не устраивают. К труду переселенцы приучены с самых малых лет. Все, что на мне, я купил сам. В свои 15 Рауф не только себе на одежду зарабатывает. Своих сестер подросток тоже одевает, кормит и обувает. За сестренками сегодня смотрю я, а вообще я работаю в поле или на стройке. Таджикистан Рауф почти не помнит. Ему кажется, что здесь, в Чуйской долине, он прожил всю жизнь. Вот только в отличие от местных ровесников, ему приходится работать. Зачем мне вспоминать Таджикистан? Я туда не езжу, войну не видел. Я мечтаю стать священником, люблю читать книги, Коран. Таких переселенцев в Юрьевке много, почти 200 семей. Всего за годы независимости по специальной программе в Кыргызстан вернулись около 40 тысяч этнических кыргызов. Всем из них обещали на исторической родине участки, однако землю по приезду получили лишь некоторые. Те, кто приехали сами, оформить гражданство не могут годами. Многие из них по документам вообще не существуют. Гулира вместе с детьми и мужем приехала из Узбекистана. Год назад супруг внезапно заболел и умер. Теперь у нее ни свидетельства о его смерти, ни собственных документов. То есть оформить пособие на 4 детей все равно, что совершить невозможное. У старшей дочки зрение плохое. Она из-за этого некоторое время не училась. Сейчас уже хорошо видит. Других детей удалось устроить в школу. Сама Гулира нанимается к местным крестьянам. Говорит, работы в деревне много, на стройку устроился и старший сын. Окончив 9 класс, он решил учебу бросить. Работаю в поле. В селе работ много. Сажаем рассаду лука, других овощей. В день около 600 сомов зарабатываем. Здесь можно работать и зарабатывать деньги. А там работаешь каждый день и получаешь мало. На пособие для детей Гулира особо не рассчитывает и мечтает о собственном клочке земли. Иначе жить в Кыргызстане, по ее словам, будет тяжело. Ведь на сегодняшний день многие переселенцы снова уезжают из Кыргызстана. Дибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Чуйская область. Кыргызстан. Таджикские власти переименовали город Чкаловск в Бустон. Однако после изменения названия выяснилось, что город с таким же названием уже существует в республике, причем неподалеку от бывшего Чкаловска. Его жители на всякий случай теперь называют свой родной город Бустон-Чкаловск. Помимо советских названий в стране идет борьба и с тюркскими. Анушервон Арипов поговорил с жителями переименованных городов и территорий. Я коренной Чкаловский, естественно, Чкаловск. И ничто больше.
Шохкан хотели, не прошло что-то. Потом вроде Бустон, но Бустон вот уже как бы переименовали официально, но все равно не то название. Бустон — это Мачинский район. Бустон назвали, и в области появилось 2 Бустона. Один в Мачинском районе и Чкаловск. Нам больше нравится Чкаловск. А почему? Ну, наверное, потому что исторически так сложилось, и летчика Чкаловск все знают, и я училась в первой школе имени Чкалова. С переименованием родного города из Чкаловска в Бустон практически все опрошенные местные жители не согласны, и каждый называет сразу несколько причин. Населенный пункт с таким названием уже есть в области, и к Чкаловску он не имеет никакого отношения. К тому же при переименовании мнения населения никто не спросил. Здесь был как военно-промышленный комплекс, в общем-то, начальная стадия. Табашар, Чкаловск. Просто он назывался этот по-другому немножко, это как химический, как химкомбинат. Чкаловск в 1946 году строился практически на пустом месте. Здесь обогащали уран, и это был закрытый населенный пункт союзного подчинения с московским обеспечением. В городе проживало русскоязычное население – русские, немцы, татары. В годы независимости из-за закрытия предприятий и отсутствия работы почти все они разъехались. В нашем доме 10 квартир. Нет, там только на заработках в моей квартире. Поэтому в основном у всех живут, работают в России. Так может быть с работой хорошо. В основном единицы предприятий, которые или частные предприятия, или единицы предприятий, которые еще функционируют в полной мере. Новые жители Чкаловска, занявшие пустующие квартиры и дома, столкнулись с теми же проблемами, и город опустел во второй раз. Практически все мужчины – гастарбайтеры в России. Те, кто остался, говорят, что деньги, потраченные на переименование, стоило бы пустить на ремонт дорог или создание новых рабочих мест. К тому же большинству из них непонятен смысл переименования города, так как до сих пор почти все улицы и площади называются по-старому. Парламентарии страны с этим не согласны. Они считают, переименование является важным шагом возвращения к историческим корням в топонимике, способствует повышению чувства национального достоинства, пробуждает историческую память в молодом и подрастающем поколении. Когда мы говорим об основах государства, и если смотреть на это с точки зрения национального чувства, то Чкаловск в советские годы отвечал этому национальному чувству. Сегодня мы меняем название, даем новое имя, которое соответствует нашей нации и народу. Сегодня в Таджикистане переименовывают не только населенные пункты, улицы, но даже местность, горы и водохранилища. Пик коммунизма, самую высокую точку Советского Союза, переименовали в честь основателя государства таджиков Исмаила Сомони. А пики Ленина и революции теперь называются Абу Али ибн Сино и Истиклол. Под раздачу попали не только русскоязычные названия, но и те, которые восходят к корням узбекского языка. Отныне Каракумское водохранилище называется Бахри-Тоджик или Таджикское море. Город Уратюбе, блуждающая гора с узбекского, сегодня из Таравшан. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Северная Корея произвела удачный испытательный пуск своей самой мощной стратегической ракеты. Теперь под угрозой ядерного удара все американские базы в регионе. В Токио и в Сеуле паника, в Вашингтоне тоже занервничали. Иностранные туристы устремились в Кыргызстан, невзирая на возможные трудности с сервисом. Их влекут природа и национальная культура. Это нужно показать миру. Жители Великобритании проголосовали на референдуме о выходе страны из Европейского Союза. Почти весь день экзит-пулы фиксировали разделение предпочтений пополам. На момент записи нашей программы точный результат был еще неизвестен. Но уже было известно о решимости жителей Шотландии выйти из состава Великобритании, если остальные британцы решат покинуть объединенную Европу. В Шотландии к референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза особое отношение. Думаю, в Шотландии большинство поддерживает членство в ЕС. И если победят сторонники Брексита, это еще раз покажет, южане не представляют нас. Вопрос в том, что это значит для Шотландии как для страны. В 2014-м шотландцы на национальном референдуме отказались от выхода из Великобритании. 55% пожелали остаться в составе королевства, 45% высказались за независимость. Однако исход нынешнего голосования, говорят эдинбуржцы, может стать поводом для пересмотра результатов референдума.
Во время референдума о независимости в 2014 году много говорили о Евросоюзе. Перспектива потери европейского гражданства была одной из причин, сдержавших людей. И если у нас его отберут, Шотландия может легко изменить ситуацию. В случае Брексита, говорят жители Эдинбурга, страна может провести еще один референдум о независимости. Я не хочу еще одного референдума, я устал от них. Но я вам скажу, если опять будет голосование, то в следующий раз я выберу независимость Шотландии. Иракская правительственная армия начала наступление на второй по величине город страны – Мосул. Террористы из так называемого исламского государства считают его своей столицей. Передовые части армии Ирака уже находятся в пригородах Мосула. Наступление стало возможным после того, как военным и шиитским добровольцам удалось взять штурмом город Фаллуджа, который также считался оплотом террористов. Вы видите кадры наступающих на Мосул иракских частей. Им приходится преодолевать сопротивление боевиков террористического халифата. В одном из боев бойцам правительственной армии удалось сбить дрон террористов, при помощи которого они получали точнейшую информацию о перемещении наступающих подразделений. Иракская армия добилась новых побед в Фаллудже и к северу от Салах-ад-Дин. Мы сломали хребет терроризма в Фаллудже, и дай бог он будет побежден в Мосуле. Между тем, в отбитой у террористов ИГИЛ Фаллудже продолжают звучать взрывы и выстрелы. Группа боевиков, которых пока не удалось уничтожить, по несколько раз в день открывают огонь по солдатам и полиции. Армия Ирака в основном уничтожает террористов при помощи авиации и боевых беспилотников. Из-за этого продолжают гибнуть и гражданские лица. Северной Корее удалось провести удачные испытания своей самой мощной стратегической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. До этого все попытки, а их было 5, заканчивались полным провалом. На этот 6-й раз ракета поднялась почти на 1000 километров и по баллистической траектории упала в море неподалеку от Японии, в 400 километрах от места пуска. Это уже вызвало настоящую панику в Японии и Южной Корее, где до этого к ракетной программе КНДР относились хотя и настороженно, но скептически. 조치 105 2016년 6월 29일 Северокорейское телевидение сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что отныне его страна может нанести ядерный удар по всем американским военно-морским и авиабазам в регионе, откуда, как считают в Северной Корее, в случае конфликта могут взлетать американские бомбардировщики с ядерным оружием. До сегодняшнего дня имеющиеся у КНДР ракеты могли поразить Японию и Южную Корею, но до крупных американских баз они бы не долетели. Тем временем командующий американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес сделал пессимистичное заявление о возможностях НАТО после состоявшихся недавно военных учений «Анаконда». По мнению Ходжеса, если войска Североатлантического союза будут перемещаться и разворачиваться с той же скоростью, что и на учениях, Россия в случае ее нападения на страны Балтии займет все балтийские столицы еще до того, как войска НАТО начнут свое движение к театру военных действий. Россия может перекинуть свои силы так быстро и так далеко, как они хотят. У нас нет такой возможности и свободы передвижения. Для этого нам придется создать так называемую военную зону Шенгена. Латвия борется с российской пропагандой. В стране на полгода официально запретили ретрансляцию телеканала «Россия», а интернет-порталу «Спутник» отказали в регистрации. Однако жители приграничных с Россией районов продолжают жить в культурном и информационном контексте соседней не очень дружелюбной страны, рассказывает Анна Трудолюбова. В районах, прилегающих к российской границе, передачи латвийского телевидения и радио ловятся плохо или не ловятся вообще. Эта проблема не раз обсуждалась на официальном уровне, но ситуация не меняется. Проблема не только с телевидением, но в некоторых местах и с интернет-покрытием и мобильной связью. Установка дополнительных ретрансляторов требует вложений, а мощность сигнала в приграничной зоне регулируется межправительственными соглашениями. Чиновники уверяют, что с технической точки зрения государство сделало все возможное. Латвия сейчас может предложить 5 программ наземного вещания в первой сетке. В эти 99% покрытия входят 5 бесплатных программ, которые можно смотреть. Для просмотра этих 5 гарантированных государством программ нужно покупать и устанавливать декодер. Но в приграничной зоне декодер на самом деле никому и не нужен. Исторически здесь проживает в основном русскоязычное население.
латышский мы не понимаем, так что нам латышский, чтобы по-русски было больше, это дело. Да. А по-латышски мы. То есть вам латышское телевидение совсем латышское неинтересно? Ну, если было бы оно по-русски больше говорили, да, то там все на латышском языке. Из 5 программ на русском языке только одна. Поэтому самое популярное решение – установка спутниковой тарелки. Тарелка бесплатно принимает сотни иностранных каналов, но ни одного латвийского. Соседняя страна обеспечивает намного большее количество программ и намного большее разнообразие. И это становится аргументом, почему эти антенны повернуты в другую сторону или вообще используются другие технологические платформы. В комиссии по национальной безопасности Сейма признаются, что, к сожалению, соревноваться с разнообразием российских каналов Латвия пока не может. Нам надо стараться все это уравновесить, чтобы люди видели, что у нас единая страна, что они не брошены, как говорится, в одиночестве, рядом с Россией. Над всем этим надо работать. Но вот узнают ли они о том, что происходит в соседнем городе? А если узнают, то в каком контексте? Пока эта проблема не будет решена технически, жители приграничных районов будут вынуждены оставаться в информационном поле соседних стран. Анна Трудолюбова, «В настоящее время», Рига. В Кыргызстан устремились многочисленные иностранные туристы после того, как республика заняла первые строчки в мировых рейтингах туристической привлекательности. Тех, кто посещает Кыргызстан, не смущает сервис, оставляющий желать лучшего. Людей влечет природа и национальный колорит. Подробности в репортаже «Рейтер». Киргизия не испытывает недостатка в восточной кочевой экзотике, радушии жителей и красотах природы, чего стоят одни только горы Тяньшаня или озеро Иссык-Куль. Мало другого – денег. Власти настойчиво стремятся превратить страну в одно из популярных туристических направлений Центральной Азии и привлечь сюда не только любителей пеших походов и альпинистов, но и обычных туристов. Многих манит древняя история кочевников-скотоводов, их искусство владения луком и верховой езды. Традиционные блюда и напитки – бешбармак, лагман, манты и кумыс в юрте – мало кого оставят равнодушными. Керимбек Ушумбаев из Карасуу предлагает гостям весь набор местного колорита и достопримечательностей. Будет здорово, если мы станем развивать туризм. Наш праздник организован для привлечения туристов, если они увидят природу, чистую воду в наших краях. Это будет хорошо и для нас. В нашем районе есть средневековая крепость Кошой-Каргон и древний караван-сарай Таш-Раба. Пока в туристическом потоке преобладают граждане Киргизии, соседних стран Центральной Азии и России. Но и европейцев становится все больше, говорит глава департамента туризма в Министерстве культуры Киргизии Азамат Жаманкулов. У Кыргызстана есть один самых больших приоритетных направлений в плане туризма. Это культура, уникальная культура, сохранившаяся с древних времен, ну и природа. Мы все это знаем, мы все прекрасно об этом знаем, но это нужно показать миру. Эти туристы из Германии на собственном опыте убедились в правоте Ушумбаева и Джаманкулова. Люди в Кыргызстане очень дружелюбные. Они приветливы к гостям. Здесь великолепные горы, степи, животные. Жизнь очень простая. Еда здесь гораздо вкуснее, чем в Германии. Очень вкусное мясо, пироги, очень вкусное молоко, фрукты. И люди очень любезные. Самая большая проблема туристической отрасли Киргизии – нехватка инвестиций. Падение цен на нефть стало потрясением для экономики России. Ударная волна кризиса докатилась и до постсоветской мусульманской страны на Востоке с населением в 6 миллионов человек, основные доходы которой – те деньги, что присылают из России киргизские рабочие мигранты. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.